Сейчас проинформируем о стоимости продуктов питания в преддверии надвигающегося марха. Что там с ценовой политикой на торговых точках? Каким образом ведется мониторинг цен компетентными органами, расскажет Ната Ивлоева. Половина священного месяца Рамадан уже позади, а значит, потихоньку можно готовиться к мархаш. И, как правило, каждая хозяйка хочет удивить гостей богатым разнообразием блюд. Но порою на стол уходят десятки тысяч рублей, так как стоимость продуктов на рынке в преддверии праздника конкретно возрастают. Чтобы разобраться в ценовой политике, на рынках сотрудники различных организаций практически ежедневно проводят мониторинг цен. На снижение, потому что я свое возможно, наоборот, снижение. Стараемся, махибет, стараемся. И вот проблема, с которой контролерам приходится бороться, постоянно на ящиках не указана стоимость товара. Согласно действующему законодательству, пункту 19 постановления правительства Российской Федерации, на каждый товар продавец должен устанавливать именно ценники. В случае, если они все-таки отсутствуют, в отношении данных лиц Управление Роспотребнадзора выносит постановление об административном правонарушении согласно отсутствию данной информации, именно ценников. Стабильные цены пока только на мясо. Все как положено. Говядина 280, баранина 300. А вот овощи и фрукты стоят по-разному. А апельсины почем? А это? Сколько стоит? Еще недавно ценовая ситуация на рынке была гораздо хуже. Помидоры стоили в среднем 130 рублей за килограмм, а в некоторых торговых точках стоимость была завышена аж до 150. Болгарский перец по 250, а огурцы по 55. Сейчас же цены на овощи снизились. Сказать по Назрани, там несколько рынков, так как город Назрань, он более обширный, большой. На некоторых рынках получается дешевле. На крытом рынке есть оптовые рынки, есть розничные рынки. Там, да, цены разница варьируются от 10 до 15 рублей. Контролеры торговых точек на рынке часто выходят и сами, чтобы проверить стоимость продуктов. Ну а если продавцы все-таки завысили цену, то они проводят с ними разъяснительную беседу. Наоборот, цены же просто с эргях. На протяжении всего месяца Рамадан в Ингушетии проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители могут купить необходимые продукты по низким ценам. Но тем не менее на рынках по сравнению с прошлыми годами продукты подорожали незначительно. И все это благодаря проводимому мониторингу цен. Ну и, конечно же, то, что все понимают, что священный месяц Рамадан – это время милости и взаимопонимания. Ната Ивлоева, Рахман Суров, Новости 24.